Выходные – время для уютных семейных посиделок, теплых разговоров и обсуждения дальнейших планов. В деревне Верхние Очаки Ядринского района соблюдают традиции и с удовольствием приглашают на такие встречи гостей. 8 октября в местной школе собрались представители клубов молодых семей со всей республики. Участники фестиваля в гостях у Азане и Азате. Организатором мероприятия выступил Союз женщин Чувашии. Песни, танцы, стихи, рукоделие. Сохранить и передать чувашские национальные и культурные традиции от матери к дочери, от отца к сыну – это задача каждого поколения. В Ядринский район приехали более 50 молодых мужчин и женщин. На пороге школы их встречали ученики и педагоги с караваем, стихами и танцами. Почетными гостями мероприятия стали председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, заместитель министра культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики Георгий Богуславский и глава Ядринской районной администрации Александр Семенов. Фестиваль проходит в рамках проекта Фонда президентских грантов именно к развитию Чувашии при поддержке депутата Госдумы России Аллы Салаевой. Грантовые проекты Союза женщин Чувашии прежде всего определены для молодых семей, которым мы предлагаем новые инструменты для взаимодействия с детьми. Хотелось бы, чтобы создавались пространства, общественные пространства, это библиотеки, это, еще раз говорю, музей, где родители могли увидеть новые возможности для собственного роста и для, я говорю еще раз, формирования традиционных общественных семейных ценностей. Не обошлось и без подарков. Теперь у централизированной музейной системы Ядринского района появилась новая техника. Все оборудование было закуплено на средства гранта. Теперь интереснее будет проводить живые уроки и мастер-классы для школьников со всей республики. Фестиваль клубов молодых семей и школы в деревне Верхние Очаки переместился в Музей натурального хозяйства чувашского крестьянина XIX века, где можно было познакомиться с бытом сельских жителей в разные времена. Такой музей можно показать не только в районе, даже жителей республики, России, потому что этот музей создан для молодого поколения, чтобы они знали, как раньше жили люди, как работали, какие у них утвари были. Также в рамках фестиваля в гостях у Азане и Азате молодые папы и мамы научились делать куклу-оберег. Посетили музей, посвященный Аркадию Павловичу Айдаку, которого называют легендой чувашского народа. Представители клубов молодых семей, разъехавшись по республике, увезли с собой впечатление об уникальном месте, куда можно было возвращаться еще раз и уже в большем составе. Татьяна Тетина, Иван Колев, Республика.